В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В канун Нового года в Сунтарском районе в селе Эльгай открыли новое здание пожарной части. Общая площадь здания 190 квадратных метров. Имеются отдельные помещения для теоретических и практических занятий, комнаты отдыха и приема пищи, гараж на 3 автохода. Пожарным вручили сертификат на 1 единицу техники. Но с какими итогами встречает Новый год государственная противопожарная служба, нам расскажет Анатолий Павлов, заместитель начальника Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия. Анатолий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. В каких еще районах региона удалось улучшить материальную базу подразделений противопожарной службы? Ну, что касается строительства и реконструкции зданий пожарных депо, в апреле текущего года село Балугур Амгинского района введено в эксплуатацию здание пождепо на 2 автохода. Данное строительство реализовано благодаря совместной плодотворной работе с органом местного самоуправления. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить администрацию муниципального образования, строительство данного здания, а также в 2020 году новые здания введены в поселке Усьмая, Усьмайского района, а также в городе Среднеколымск, Среднеколымского района. Эти здания на 4 автохода. Что касается пожарно-технического вооружения, все наши подразделения обеспечены в соответствии с табелем положенности. Если говорить о пожарной технике, в соответствии с распоряжением правительства Республики Саха-Якутия, в следующем году будет по лизингу закупаться пожарная техника в количестве 31 единицы. Из них одна специальная – это автоцистерна с пожарной лестницей. Далее в 2022 году запланировано приобретение и проведение реконструкции зданий пожарных депо в селе Бердигостях Горного района. С какой частотой проводятся противопожарные учения на предприятиях, в учебных помещениях среди населения? Как организованы такие учения? Пожарно-тактические учения и занятия – это одно из основных направлений профессиональной подготовки личного состава наших подразделений. В соответствии с приказом МЧС России разрабатывается план-график проведения данных мероприятий. На один отряд, это местный пожарно-спасательный гарнизон, запланировано должно быть 7 пожарно-тактических учений. Это на 1 год, да? Это на 1 год, да. Угу. И плюс 20 пожарно-тактических занятий. И все эти пожарно-тактические занятия должны отрабатываться всеми караулами. Это на одно подразделение всего в год выходит 80 пожарно-тактических занятий. В ходе проведения данных мероприятий, учений и занятий, мы отрабатываем боевые действия личного состава наших подразделений, плюс взаимодействие со службами жизнеобеспечения и готовность действий представителей объектов. Какова статистика пожаров в целом за 2021 год? Стало ли пожаров меньше? По анализу с начала года на территории Республики Саха-Якутия зарегистрировано 2223 пожара. Аналогичный период прошлого года 2613 пожаров, что составляет минус 14,9%. Далее по гибели людей у нас есть прирост, погибло 80 человек, аналогичный период прошлого года 64 человека. Подразделением пожарной охраны в республике в ходе тушения пожаров от огня спасено 309 человек и эвакуировано 1505 человек. То есть в целом пожаров стало меньше на 15%, но да, количество жертв увеличилось? Да, по количеству пожаров у нас идет уменьшение. Ну а по каким причинам чаще всего возникают пожары? Наиболее распространенные причины, это неосторожное обращение с огнем. Это 1070 случаев, что составляет 48%. Далее нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Там процент составляет 23 пожаров от общего количества пожаров. И нарушение правил и устройства и эксплуатации печей. Это в основном частные гаражи и частные бани.
Анатолий Анатольевич, расскажите подробнее, как ведете профилактику по противопожарной безопасности, чтобы люди правильно обращались с электроприборами, с печами? Да, ну для сохранения устойчивой тенденции снижения количества пожаров, гибели и травмирования людей на пожарах Государственной противопожарной службы проводится комплекс мероприятий. Планы утверждаются, согласовываются с Государственным комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. В данных планах включается ряд операций. Это с учетом погодных условий, сезонов года. В том числе мы проводим операции жилища, школы, это в образовательных учреждениях. Далее у нас операция отопления, это когда начинается отопительный сезон. И месячник пожарной безопасности, это ежегодные мероприятия у нас проводятся, где наши инструктора противопожарной профилактики проводят комплекс мероприятий в соответствии с планом. Но если по цифрам сказать, всего проинструктировано за текущий год более 191 тысячи человек, и проведено бесед, лекций более 4 тысяч, и обучено мерам пожарной безопасности более 64 тысяч человек. Ну а сколько подразделений всего в государственной противопожарной службе и хватает ли сил в целом? Ну, в соответствии с постановлением правительства Республики Саха-Якутия утверждена штатная численность нашего учреждения, что составляет 2716 единиц. Всего у нас по республике осуществляют свою деятельность 153 подразделения. На вооружении имеется 334 единицы пожарной техники. И наши подразделения прикрывают всего 228 населенных пунктов, что сравнительно с подразделением Федеральной противопожарной службы, они прикрывают 13 населенных пунктов, это наши города. Далее оставшуюся долю прикрывает подразделение добровольной пожарной охраны. На сегодняшний день на территории Республики Саха-Якутия все населенные пункты прикрыты подразделениями пожарной охраны. Ну вот, кстати говоря, о добровольных дружинах, в каких районах они созданы? Так, что касается добровольной пожарной охраны. В соответствии с федеральным законом о добровольной пожарной охране, где не созданы подразделения государственной противопожарной службы, во всех населенных пунктах созданы подразделения добровольной пожарной охраны. Данные подразделения в текущем году в 23 районах принимали участие в тушении 73 пожаров. Это прирост с аналогичным периодом прошлого года, что оказывает большую помощь подразделениям государственной противопожарной службы. Лесные пожары летом этого года были одними из самых сокрушительных не только в республике, но и в стране в целом. Какие выводы сделаны по итогам прошедших пожаров? Как дальше планируете работать? Ну, основной задачей противопожарной службы Республики Саха-Якутия при возникновении ландшафтных пожаров является защита населенных пунктов. С начала пожароопасного сезона 2021 года всего подвергалось угрозе лесных пожаров 68 населенных пунктов. Нашими подразделениями осуществлено всего чуть меньше 1000 выездов, боевых расчетов, в том числе 544 выезда на непосредственную защиту населенных пунктов и 412 выездов на тушение непосредственно лесных пожаров. В боевых действиях по тушению лесных пожаров и защите населенных пунктов приняли участие всего 611 человек личного состава. По итогам прошлогоднего, этого текущего года пожароопасного сезона, мы в следующем году планируем создать в учреждении нештатную группу, которые будут реагировать на ландшафтные пожары и в соответствии с решением МКЧС и обеспечение пожарной безопасности республики будут принимать участие в ликвидации лесных пожаров. Мы планируем создать эти группы во всех муниципальных районах. Что касается 22 районов, это центральные, Вилюйские районы и 13 районов, которые входят в состав Актийской зоны. Там у нас
расчет будет составлять 5 человек личного состава и 1 единица техника. Они будут реагировать на все ландшафтные пожары и плюс принимать участие в тушении лесных пожаров. Мгм. Ну, это дела, так сказать, пожароопасного сезона, но сейчас у нас приближается Новый год, и в завершении нашей беседы, что бы вы пожелали нашим телезрителям, чтобы они избежали возникновения пожаров у себя дома, потому что, как водится, каждый Новый год люди включают множество электрических приборов, могут не всегда за ними уследить. Вот хотелось бы услышать несколько рекомендаций. Ну, хочу пожелать вот телезрителям, да, во-первых, соблюдать правила противопожарного режима, быть внимательным не только в собственных объектах, но и в других объектах, принимать во внимание работу наших инструкторов противопожарной профилактики. Ну, то есть вот пропускать домой, чтобы они могли зайти и Да, посмотреть, да? могли зайти и послушать, и что распространяет наши вот материалы, там листовки и так далее, и до внуков довести, как соблюдать правила противопожарного режима. Ну вот вкратце расскажите об этих правилах. Вот буквально напомните, может быть, кому-то эта информация будет полезна. Ну, во-первых, с открытым огнем запрещается играть Детям запрещать играть, детям, да, дошкольного, школьного возраста. Плюс при эксплуатации печей в обязательном порядке посмотреть дымоходы. Основная причина ложится в этих Ну, планах. то есть, чтобы дымоходы были открыты у печи обязательно, да? Ну, там разрывы. Чтобы Да, не было разрывов, да? соблюдали, да, противопожарные разрывы. Ну все, Анатолий Анатольевич, спасибо за информацию. Желаем вам дальнейшей плодотворной работы, ну и с наступающим Новым годом. Спасибо, вас также. А я напомню, итоги работы противопожарной службы в этом году мы подвели вместе с заместителем начальника Государственной противопожарной службы Якутии Анатолием Павловым. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.